Всем привет, друзья! На календаре 11 апреля. За бортом плюсовая температура, целый день поливал сегодня дождь. Вот такая картина у нас на озере. Вода на льду, весь снег растаял, лужи, по берегам снег. Здесь лед, здесь снег. Такая картина у нас вот с плотом, с первым плотом. На этот год докопался. Сейчас включу короткие кадры с 8 апреля, как все здесь было. В общем, на календаре 8 апреля, и как мы видим, вот наш плот, весь в сугробе. Снега даже больше, чем, в общем, намело капитально. При том, что снег где-то растаял примерно полметра. Это вот сколько снега было. В общем, приехал почистить наш плот. Здесь у нас будет стоять палатка. Через пару недель здесь, это я так думаю, уже мы будем сидеть в засидке и караулить уток. Ну, максимум недели через 3. Вот запомним этот день, 8 апреля. Здесь было, в общем, снегу здесь было вот примерно до сюда. И здесь больше метра вот такой сугроб был. Это все я в прошлый раз 8-го вычистил. Сейчас немножко подтаяло, и вот наблюдаю вот такую картину. Это положил я сушиться, что мог вытащить. Остальное все вмерзло в лед, в болото. Скорее всего, здесь осенью или летом похозяйничал медведь. Вон, бревна все вырваны, следы от когтей, от зубов. Все раскидано. Не знаю, что он здесь искал. Но, в общем, разобрал мой плот по запчастям. И теперь надо ждать, когда это все растает, чтобы аккуратненько все заново сложить. Как-то вот так будем дальше готовиться к весновке. Вторник, 16 апреля. Сегодня у нас, я так думаю, заключительный день подготовки к весновке. Шалаш, плот один почистили, что могли достали, высушили, это который медведь здесь похулиганил на плоту. Второй плот приподняли, расширили, поставили палатку Алтай, наготовили дров. Завершающие штрихи: заготовка дров для печки в палатку, чтобы это на крайний случай, если ударят морозы. А так палатка установлена, озеро еще стоит, но так как уже очень тепло, скоро оно уже будет не проездным. Вот, немножко поработали, немножко не хватало площади плота, и плот повело туда. В общем, взяли валежника, еще наложили, прибавили немножко досок, прибавили сюда, прибавили туда. Теперь палатка у нас полностью лежит на площади. И все очень и очень получилось красиво. Вот такая вот красота у нас получилась. Здесь у нас будет переправа. Переправа, берег левый, берег правый. Сделаем типа мостика. Поперечины, на них вот длинные сушеные бревна. Валежник привезли вчера. Это будут у нас, не знаю, колышки, не колышки, посмотрим по обстоятельствам, чтобы плот наш далеко не уходил. Здесь у нас будет переход, чтобы можно было без лодки перейти к этому шалашу, к этому плоту. Раньше как-то мы проходили, но уже года два здесь непроходной участок. Болотина ушла, и сейчас просто трясина без дна. Вот какие длинные жерди приготовили, 7-8 метровые. Их будем попробовать воткнуть, чтобы наше сооружение никуда не уплыло. У Володи шалаш уже готов. Тоже сделал себе типа тротуара что-то. У него вообще круто, с обрезной доски тротуар сделал. Потому что год от года болото почему-то проседает, и становится любые передвижения по болоту очень опасны. Без лодки никуда. Вот, как-то вот так. Вчера, когда мы здесь возили бревна с Романом, пролетело 6 гусей вечером. Перелетная утка, говорят, тоже уже появилась. Через 5 дней у нас открывается
охота, весенняя охота на перелетную дичь. Утки, гуси. Дай бог к этому времени, чтобы что-то открылось. Я так думаю, если будет такая же плюсовая температура, болото здесь немножко откроется. Здесь уже озеро, вот черные пятна, здесь уже тоже они протают, будет открыто. Утка, если, я так думаю, будет место, где утки уже садится. По крайней мере, надеемся, что перелетать она будет. Ну вот, получилась вот такая вот конструкция. Основное это бревна, это фундамент у нас нижний, верхние бревна это для поддержки. Закрутили как смогли. Вот, видите, да, вот это колышки, они вбиты, это граница, я прошлый год отметил, колья. Это вот лед растает, когда плод должен упасть, колья должны как бы удержать его временно. Он два колышка, это граница отметил, и вот здесь тоже два колышка. Этот плод должен осесть туда, и туда-сюда уже двигаться не будет. Ни влево, ни вправо колья будут у нас держать. А когда лед этот растает, плод ляжет на болото, на трясину это. Бревна эти должны лечь ровненько. Верхние будут удерживать временно. И вот мы приготовили длинные колья. Вот эти колья будут заколочены, ну как заколочены, в трясину, вот так же, вот здесь вот раз, два, три, четыре, и оно уже потихоньку под своим весом ляжет так, как надо. Ну, до сюда, я надеюсь, перебраться уже всегда можно, даже если здесь будет глубоко, здесь пару жердинок уже на этот мост кинуть можно. Получается, что переправа готова. Сейчас кинем еще пару жердинок вот здесь, тоже трясина опасная, и все, выезжаем быстро с озера, потому что озеро уже начало чернеть прямо на глазах, уже находиться здесь опасно. Вот здесь уже в темных местах, вот эти темные места не сегодня, завтра, послезавтра уже вот откроется, здесь уже будет озеро. Здесь, как мы видим, уже вот ручей открывается, вот он уже здесь открыт. Вот эти черные места завтра уже будут открыты, так что ни минуты, ни часа больше медлить не будем, выезжаем. Сегодня у нас еще задача приготовить дрова для весновки. И в принципе все сделано. Выезжаем к весновке, готовы. Вон какая конструкция Роман показывает. Все как на качелях держится, пока на самом толстом бревне, на самом толстом бревне. Вот эта конструкция через недели две будет плавать, а через полгода ляжет уже в болото. На следующий год этого уже видно не будет. Оно уже будет все в трясине. И вот этот лед уже будет, я так думаю, на уровне плота. Но это уже совсем другая история, которую мы, конечно же, увидим. Так, все готово. А теперь рискованная поездка через гнилой лед озера. Че, Джесси, холодно? Вон уже потемнело. Все, давай, бегом, грейся. Вот болото, здесь озеро, здесь трясина. Вот это самый первый, ну один из первых шалашей. Мы его даже не почистили, надеюсь, он не пригодится. Если пригодится, потом почистим. Времени уже нету, надо по-быстрому. Вон темные места, это уже гнилой лед. Если верхний слой провалится, нижнего может уже не быть.
недель точно здесь везде уже будет вода. Да. Здесь у нас горельник, но здесь как бы живые деревья. А вон там вот горельник, где деревья уже попадали. Вот оттуда мы и будем возить лежачий валежник. Те, которые повыше, они сухие. И отсюда весну будем возить сухие дрова. Собака даже не выдерживает, проваливается, а ураган вот по талому снегу едет спокойно. Вот как-то вот так. Наш ураган-лесовоз не хуже 500-го МАЗа возит лес. По пути только, правда, вот выронили одну сушину. Вон, с прицепом аж получается. Это при том, что вот нас вообще не держит. А ураган идет. Вот такая техника. Спасибо урагану за такое чудо природы, так скажем. Все, к весновке готовы. Плоты сделаны, мосты сделаны, дрова сделаны. Скоро весновка, друзья. Все, довольно. Устал? Ну вот, немножко потрудились. Дрова приготовлены. Ну, а расколоть — это утренняя зарядка. Этого вполне хватит на весновку этой поленницы. Че, Джессика, замерзла? И немного закидали еще сюда под навес, потому что трухлявые гнилые сушины, они как губка будут впитывать влагу, а здесь под навесом им ничего не будет. Вон плюс еще Володя тоже приготовил сушнячка. Дров на месяц хватит, а мы планируем где-то здесь пробыть около 2 недель, как обычно оно и бывает. Как получится, будет видно. Все. Всем привет, друзья! 23 апреля. Нахожусь на озере, на болотах. Приготовил сегодня вот такой еще один плот-скрадок. Одни бревнышки вдоль, другие тоненькие бревнышки поперек. Натаскал на урагане с горельника. Снег пока еще у нас есть. Пока еще можно таскать. Через 2-3 дня снега здесь не будет. Здесь будет трясина. Здесь не то, что натаскать бревна. Здесь пройти будет практически невозможно. И будет очень сыро. И вот по этой причине сделал такой скрадочек. Дальше здесь будет мазь-сеть спереди, по бокам. Можно поставить будет маленькую палатку. Если утка будет хорошо садиться, охота будет получаться, можно будет вкопать столбики, сделать навес. Это все впереди. Готовимся к весновке. Скоро приедем со всем барахлом.